тебя зовут? А скажи мне, який у тебя был самый сумный день в житті? Меня зовут Никита. А сколько тебе, Никита, лет? 2. 4, 5, 6. Никита, а кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Сумасшедшая. Кем-кем? Сумасшедшая. Яся. Никита, а что ты любишь делать? Кушать все, конфетки, пирожку, шоколадку. Матвей, а ты в жизни чего-нибудь боишься? В жизни? Нет. Я ничего не боюсь. Вообще ничего? Вообще ничего. Даже волков. А у тебя есть мечта? Есть. Полететь на воздушном шаре. Ты когда-нибудь думаешь про смерть? Да. Когда кого-нибудь вспоминаю из умерших. А скажи мне, ты вот отчуваешь, что ты белорус? Ну, я и не белорус, не русский. А кто ты? Нет, кто знает. Большая мечта. Захочу космонавтом стать. Вот это большая мечта. Еще мечты. Вот если не получится космонавтом стать, хочу милиционером стать. Ну, это я уже не знаю. Ну, чтобы войны никогда не было, это уже да. Чего? Я хотела бы себе еще одну сестричку или братика. Но самое главное, чтобы дети были, семья. И никогда вот там не разводилась, а жили до самой старости. Чтобы был четырехъядерный компьютер. И чтобы мама и папа жили долго и не умирали. Ну, вот ко мне, я вот дома, потом, когда я выхожу, потом ко мне приходит мужчина и дарит, и говорит, братья, тебя хочу руку и сердце, и дает кольцо, и потом мы идем на свидание. Уже до конца, чтобы я все увидела. Ну, чтобы дожить до старости лет. Чтобы так было. Мне смерть, она звязана з Богом. Калі Бог вырашыў, што чалавек павінен пайсці, значыць ён пойдзе. І нават калі табе гэта не хочацца, каб это адбывалася, гэты працэс, яго нельга адмяніць. І я лічу, што смерць это абсалютна самая звычайная рэч, як і нараджэнне, як і жыццё, і старэнне. Гэта частка нашага жыцця. І таму я да даволі спакойна адношуся, хаця гэта можа быць вельмі сумная рэч. Я бы хацеў стаць чалавекам, якім бы ганарылася моя сям'я, мой народ, моя краіна, ды і, в прынцыпе, увесь свет. Калі, канечне, гэта магчыма. Ну, конечно, это там деньги, чтобы ты не жил как бедный. Ну, если получится такая профессия, я бы хотела половину своих денег это давать тем детям, которые больны просто. Ну, вот, не только заниматься своим личным делом, но и кому-то помогать другому. Муж любящий, чтобы мои родители еще хотя бы прожили лет каких-нибудь 30-20. Много.
чтобы жизнь была, ну, как в сказке. Ну, я хотел яким бы этим столяром стать, як його там. Ну, щоб самому выташивать такое, показывать своим детям будущее, коли будут. Много таких людей, которые лучше меня, но если ставить того же Сталлоне, Сильвестр Сталлоне, актер такой, то, конечно же, нужно стремиться к нему, так как он входит в топ-5 тех знаменитостей, которые были раньше, сказать так, худшую жизнь. Можно так, грубо говоря, вышли из бомжей в люди. Ну вот, я как бы стремлюсь стать таким. Хотелось бы, конечно, избежать обмана, предательства и чтобы, не скажу, чтобы было все, но чтобы прочувствовать, чтобы какие-то моменты, все было, чтобы все именно прочувствовать, чтобы и было и горе, и радость, и безумствие, всего. Думаю, счастье, то, что ты проснулся, это счастье. Вот ты новый день, у тебя новые проблемы какие-то, ты их решаешь, домой приходишь, и, и спокойствие такое, то, что ты поставленные цели за день решил. Вот, думаю, ты доволен. Но, может быть, лет в 14, в 15, ладно, не в 14, я не настолько умная была, но в 15 где-то точно я осознала, что я боюсь неизвестности. Что вот как некоторые боятся пауков, змей, они боятся, что этот паук может причинить им зло. Они не знают, что этот паук за собой несет. Вот они боятся этой неизвестности, маленькой. Я боюсь большой неизвестности. Я не знаю, что у меня потом будет. Вот как я хочу заглянуть вперед, а мало ли там плохо. Вот этого я боюсь. Одиночество. Есть что-то хорошее в нем, когда можно побыть наедине с собой, но это недолго. Одиночество, в принципе, в жизни. Что там, допустим, мне будет 40, я буду одна. У меня не будет детей, у меня не будет семьи, у меня не будет никого. Вот это вот, страшно. Калі ўсё знаходзіцца ў стане такой стагнацыі ці нічога не працягваецца, я баюся жыцця, якое будзе учарашні дзень падобны на сённяшні. Калісьці мне бывае страшна, мабыць, з-за таго, што я не разумею і не магу даведацца, у чыіх руках як бы маё жыццё. Заўжды ўспрымаю жыццё бясконцым. У мяне няма такого адчування, што некалі ўсё скончыцца. І для мяне вельмі чужыя водгукі некаторых людзей пра тое, што яны некалі ў дзяцінстве упершыню зразумелі, што аднойчы памруць, і што для іх это быў шок. Я так здзівіўся, ніколі не было такого моманту ў маім жыцці, я заўсёды ведаў, што буду жыць вечна. Я думаю, што пошук некай унутранай раўнавагі. Бо на дадзены момант вельмі незбалансаваны чалавек. Многа чаго мяне цягне ў розныя бакі. І до конца яшчэ не разумею, што рабіць у жыцці. Так. Мне не хватает пары, я один, и творчество заменяет мне одинокую жизнь. Вот. Получается, что меня никогда нет дома, и я никого не привожу домой, потому что сам фактически как гость там. Вот. И все время стремлюсь куда-нибудь уйти, потому что одному мне некомфортно быть, я хочу быть среди людей. И если бы дома был близкий мне человек, то, наверное, я бы так не метался просто. Не так давно, буквально несколько месяцев назад,
я впервые столкнулась с предательством. Мне так повезло, что я до 32 лет дожила, и меня ни разу не предавали. Тут вот... И... Ну, я разочаровалась в человеке очень сильно. Напэўна, той факт, што свет я не трансфармую, і ён такі, які ён ёсць. Я не буду казаць горшы, там ён ці лепшы, чым я сабе уяўляю, ён такі, як ёсць, і это факт. Але гэта было такое расчараванне. Вось, скажем, я рассталася з этой романтычнай ідэяй мастацтва, яго ўплыва на рэальнасць і гэтак далей. Ну нічого, гэта было яшчэ адзін такі крок у дарослае жыццё. Значная дзіцячая мара ў мяне насамрэч спраўдзілася. Я вельмі хацела такога высокага дарослага сына. Напэўна, гадоў з 8, з 10 я вельмі добра сабе ўяўляла, што ў мяне ёсць сын, і што я іду, трымаю яго за ручку, а ён вышэй за мяне, ён такі прыгожы, разумны, і мы з ім абмяркоўваем, і яму ўсё цікава, ўсё тое, што я ведаю. І таму, ну, калі мне запытваліся, навошта там вся гэтая адукацыя, все гэтыя кніжкі, каму гэта трэба, гэта ж не ў прафесію, нікуды. Я казала, што я буду з сынам абмяркоўваць. Ну, і так яно ёсць. І гэта спраўдзілася, і сын высокі і разумны, і з ім можна пра ўсё пагаварыць. Я думаю, что меня будут еще дети. Это самая такая основная моя мара в жизни. Вось. Так что да, это вот. Астатняе гэта хутчэй планы. Там, не ведаю, там, кватэру паменяць, машину паменяць, там докторскую написать, вось там, апублікавацца ў нейкіх часопісах, там скончыць, рэалізаваць нейкія свае ідэі там навуковыя. Гэта не мары пра гэта. Ну, это просто трэба запланаваць і зрабіць. Яно так атрымліваецца, вось ёсць у кожнага свой лёс, так? Вось накрэслен лёс стварыць штосьці. Вот. Один чалавек ідзе такім шляхам, другі ідзе такім шляхам. Я іду нейкае вот такім шляхам. Калі нейкае там камень стаіць, я ж не буду его ногой лупіць, я его абыходжу, як вода. Вот. Я себя параўную з водой. Але я все равно иду вперед. Чего боюсь жизни, я так вот и не скажешь. Вот, когда вот так вот вопрос такой, войны боюсь. Вот сейчас смотришь, что творится в Украине, то же самое нашей. Честно, мне страшно, например. Я бы не хотел, чтобы у нас такое случилось. Не хотел бы, очень сильно не хотел. Ну, если вот говорить о мечте, вот мы в молодости мечтаем об одном, а когда становимся взрослыми, понимаем, что часть их все равно не осуществляется, уже как-то начинаешь задумываться на том, стоит ли мечтать о чем-то. Я всегда хотела 11 детей. У меня были уже и заготовлены все имена. Ну, такого не случилось. Пока не встретился такой мужчина. Надеюсь, что еще он где-то есть. Я его встречу, мы будем очень счастливы. И будет все то, чего у меня до сих пор не было. Женского счастья. Грустно. Терять родных. Когда умирают родные. Родители. Никого нет. Поэтому да, грустно. Важно, чтобы солнышко ходило, видел бы каждый день солнышко, чтобы здоровье было нормальное. Вот что. Это самое глобальное, что есть. Я как раз стараюся про узрост як не думать. Ось. Тому я, може, весь час і міняюся, як все моложуся, видите. Мне все весь час хочется починать с чогось, типа, ну не з нуля, но вот нечто новое, і я з гэтым новым як бы і сам раблюся маладзейшым. Ну, марыў я быць ваенным. Ну, я стаў міліцыянерам. Ну, гэта мара быць ваенным, яна ўжо не ажыццявіцца. Ну, як шчасце? Ну, главное, что на рабочий побыл. И дома у хозяйства є.
радость бере. Когда дома приходит еще хозяйство, дома все добро находится, и ты куры, и качки, и свинья. С девчонкой ходил с одной, тоже вот рассталась. Ну, вот она меня бросила, потому что у меня батька пьяница. Так, и она, может, не бросила, но мамаша ейная. Сказала, ты ж посмотри, у его батька пьяница. Так вот я расстался с девчонкой. Когда вот она, вот тоже день такой плохий, как она узнала, что она умерла, эта девчонка. Ну, она вышла замуж, там зрим жила и умерла. Умерла в 38 лет. Знаешь, что даже стыдно мне сказать, я даже уже предсмертную записку напишу детям своим. Думаю, помру, что когда-нибудь найдете, где батькин портрет, и прочитаете то, что я вам уже не высказала. Вы прочитаете, как меня уже не будете. Ну вот от того, что детки мои, я вам, чтобы, может, ласки вам не додала, что простите, ну вот так же я же, ну. Мне почему-то страшно смерти. Страшно, что я не увижу вот своих внуков, которые вырастут там, выучатся, будут работать. Для меня это страшно, не хочу думать. Мне мама 83 года живет в Полоцке, сестры. Поэтому я каждый день ей звоню, и услышать, что маме плохо, для меня это страшно. Но это наступает. 83 года, я сама это понимаю. Но я это принять, не могу. Я смерть не могу принять. Ну вот, иногда сказать по честности, коли древновато бывает, то семейное, то так справно, вот, и звертаюся до Бога, говорю, забирай меня, я вже отжив певної кольки 65, зробив, що треба, могу йти на той світ. А лишь что вот уже стареешь, жодик вот, а так хотелось бы молодежь вернуть. На забаву полетать, на якую, где потанцевать. А теперь уже ноги отказываются, уже, знаете, уже не можно сказать старая, а уже не тое. Я надто любила неколи спевать и танцевать. Капсила была, дом бы новый построила, пишу. Вот, да, чтобы мне дом был роскошный, чтобы в доме стояли кресла такие, диваны там, як вот. Не, я не хочу. Пожить вот так вот. А что больше мне надо? Ну что теперь хочется? Уже здоровья нема. Хочется спокойнее, як прожить старость. Ну все. Не таких неких категоричных жаданняў нема. Хотелось бы, каб была Беларусь беларускай. Вось. И я раблю для этого все, что могу, але адчуваю, что это вельмі мало. Хотелось бы так, чтобы были счастливы наши дети, чтобы они жили лучше, чем мы. Это естественно. Вот. Ну и чтобы страна была богаче. Очень трудно сейчас. Очень трудно в мире, поэтому, как говорит наш президент, мир сошел с ума. Вы знаете что? Я сказать хочу, что в Беларуси я живу, и я счастливая. Что не в Сибири, вот, не в России, не где-то там в Китае, там в этих вот. Беларусь самая такая спокойная страна. Вот что мне нравится. И я знаю, что Лукашенко все про это самое должен сделать, чтобы уже в Беларуси не было ни войны, ни никакого ничего. Для меня самое важное, чтобы был мир на земле. Самое важное. Чтобы не было никаких бунтов, как на той Украине.
Короче говоря, як я жил, хоть и плохо, но я не обижаюсь на эту жизнь. Вот. А что сейчас, так тем больше. Теперь это благодаря нашему Григоровичу. Такий человек душевный. Если недовольны, на его брешут, сволочи. Вот. Ну, достижение какое. Ну, сказать трудно, какое достижение. Я ж не ученый там, просто жизнь прожил, все. Вот и достижение. Мне не стыдно, как говорится, я не воровал, в тюрьме не сидел, не привлекался никак. Я просто как простой человек. Отпахал, прожил, честно прожил жизнь. Пил. А распил, то, да, знаете, все. Всякое бывало. А потом, как перестал, то и жизнь совсем по-другому. Солнце появилось, как говорится. Вот это самое основное было. У меня горе. Я мужа любила своего, больше себя любила. Отчаянно любила. Хотя замуж выходила без всякой любви. Просто нас познакомили. И все. А когда мы стали жить, я готова была все. Не на все готова, только ради его, каб ему только было добро. Вот 45 год прожили. Семья была. А теперь что? Нема семьи. Один сын остался у меня. И все. Нема никого. Сын помер. Муж помер. Свекровь померла. Такая семья была, 5 человек. Сейчас одна с сыном. Замуж выйти по-другому. Так. Я могла, не обязательно можно было за удовца выходить замуж. Я же могла выйти. А вот, видишь, не судьба, детка. И чтоб сказал, что не могла, могла. А вот не получилось. Наверное, все-таки, когда мне было 16 лет. Это было самое интересное время. Закончилась война, мирное небо над головой, красивая природа, сады цветут, девушки, вечеринки, интерес какой-то к жизни. Все красиво, все кажется отличным таким. И тем более сравнивая с тем, что только что было, пережито за время войны. А вот скажите, бабуля, а смерти не страшно вам? Не хочется. На этом свете хочется жить лучше. Другой раз не страшно. Як другой раз заболишься, вот сегодня ночью, как мне ноги болели, уже, знаете, как спокойно померла, и все. И уже спокойно мне было. А як ничего, тогда уже хочется пожить. И кольки вам годов? 95. А вот что б вам еще хотелось у житті? Вот чтобы зараз есть какое-нибудь моцное жадание? Ну, уже у меня планов уже таких нет. Просто дожить, как войны не было, да и все. И это основное.